Перед вами народный фольклорный ансамбль «Ямщицкий перезвон», доктор Петров, руководитель Анастасия Павлова. Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые гости! Здравствуйте, потомки государевых ямщиков! Разрешите мне сегодня всех собравшихся поздравить с наступившим 2023 годом. Для всех нас Новый год примечателен большими юбилеями и событиями. Это 280-летие регулярного сообщения по Иркутско-Якутскому почтовому тракту, 280-летие 28 первым почтовым станциям Иркутско-Якутского почтового тракта, 250-летие Уймуранской почтовой станции и 270 лет его основателю Прокопию Филиппову. 20 лет ирландской часовни построили на народные средства первой часовни в Кандаласском районе. В январе месяце исполнилось 95 лет трем нашим долгожительницам, потомкам государевых ямщиков: Филипповой, Колоковой, Татьяне Митрофановне, которая сегодня Тихорецкая почтовая станция, Ноевой, Юрьевой Нине Петровне, Лугунья-Татская почтовая станция, Колоковой, Соколовой, Ксении Тимофеевне, Еланская почтовая станция. И 16 февраля исполняется 100 лет Петровой Евдокии Васильевне, Журинская почтовая станция. И пожелаем нашим долгожительницам многое и благое лето. Я бы хотела, чтобы вы сейчас посмотрели на экран, запустили наше первое видео. Наша сегодняшняя встреча – это дань безграничного уважения и памяти. Памяти о человеке, который оставил свой неизгладимый след в социально-экономической, политической жизни нашей республики, который поднял историю ямщиков Якутии на всероссийский уровень. Время летит неумолимо. Изменить судьбу человека мы не можем, но сохранить память о прекрасном человеке – это в наших силах. Сегодня нам хочется вспомнить об Анатолии Анатольевиче Добрянцеве, услышать все то, что хранят в памяти и в своем сердце его коллеги, друзья, родные. Анатолий Анатольевич Добрянцев родился 29 января 1958 года в маленькой ямщицкой деревне Кытылжура Орджоникидзевского, ныне Хангаласского района, в семье Антонины Семеновны и Анатолия Дмитриевича Добрянцевых. В 1975 году окончил Сенскую среднюю школу. В 1976-1978 годах служил в рядах Советской армии. В 1983 году окончил Якутский государственный университет по специальности зооинженер. Трудовая деятельность Анатолия Анатольевича началась с Момского района. С 1993 по 2000 годы работал первым заместителем главы администрации Нижнеколымского района. В 2000 году был избран главой Хангаласского района. В 2007 году назначен на должность первого заместителя министра охраны труда Республики Саха-Якутия. С 2013 по 2018 годы был народным депутатом Республики Саха-Якутия, первым заместителем председателя Государственного собрания Илтумен Республики Саха-Якутия. С 2019 по 2020 годы советником генерального директора открытого акционерного общества «Саха-Транснефтегаз». Сегодня ему исполнилось бы 65 лет.
Нам очень приятно, что в нашем зале сегодня его родные и близкие. Вместе с нами супруга Анатолия Анатольевича Светлана Васильевна Добрянцева, его дети Виталий и Сергей. Поприветствуем их сегодня его родные братья, сестры, родня. Об Анатолии Анатольевиче. Давайте обратим внимание на экран. Следующий видеоролик, пожалуйста. Уже со звуком послушаем. Сегодня на вечере воспоминаний присутствуют его друзья, коллеги. Виктор Николаевич Кубарев, заместитель председателя Государственного собрания Интумен Республики Саха-Якутия. Пожалуйста, проходите сюда. Можно на месте, Виктор Николаевич, можно с места. Я буду передавать вам микрофон. Можно с места. Сегодня здесь присутствует Юрий Михайлович Николаев, председатель постоянного комитета Государственного собрания Интумен Республики Саха-Якутия по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации. Гуляев Михаил Дмитриевич, народный депутат Республики Саха-Якутия, председатель постоянного комитета Государственного
генеральный директор открытого акционерного общества «Якут Цемент». Пожалуйста, Виктор Николаевич, вам я передам микрофон. Дорогие друзья, Николай Васильевна, Виталий Сергей, у всех сегодня есть что сказать, безусловно. Постараюсь не так просто выразить все, что сегодня переполняет какие-то чувства, постараться решить характер. Во-первых, я чувствую такую большую признательность, что своего рода сегодня собрал Анатолий Анатольевич на второй день рождения. Мы люди находимся здесь. И так или иначе мы имеем возможность вообще его вспомнить и поблагодарить. Так получилось, что я в Нижнекамском районе 25 лет прожил, из них лет 30 больше, наверное, знаю Анатолия Анатольевича. Тогда, когда он работал в Волжском районе, я приходил часто там бывать, и когда он был первым заместителем главы Нижнекамского района. Действительно, человек, который олицетворяет лицо нашей республики, многонациональное лицо, независимо от национальности, отмечая столетие со дня образования Якутской ССР, столетие СССР, другие наши события. Он человек, который так или иначе очень активный участник всех этих событий. Его вообще жизнь уделила больших талантов. И родители много говорят о нем, и все это будет правильно. И мы сегодня депутатам много раз убеждались, когда работали с ним в стенах Государственного собрания, когда встречались на спортивных соревнованиях, на республиканских мероприятиях, и талантливый, и спортсмен, и патриот, с большим огромным кругозором. Человек, который традиции всех поколений нашей республики впитал и продолжает. Что только стоит, он возглавлял общественную организацию государственных химщиков. Он возглавлял вообще оленеводов всей нашей Российской Федерации. Ему доверяли такое очень большое мероприятие, такое поручение было. Но одно слово, я думаю, что к нему редко мы говорим, но одно звучало тоже – могущество. Действительно могучий во всех отношениях. Поэтому сегодня мы еще раз выражаем ему огромную благодарность. Я рад, что по жизни мне с ним очень много сталкивался, и любой, вообще он человек, который действительно олицетворяет и нашу республику. Поэтому в этот день мы еще раз ему выражаем огромное спасибо. Прожил яркую жизнь, внес очень большой вклад. И сегодня, безусловно, он всегда будет присутствовать так или иначе, когда мы встречаемся и работаем сегодня на благо республики. Я еще раз хочу выразить огромную благодарность настоящему товарищу, настоящему другу, настоящему представителю народа национальной нашей республики, своих тиранов, своих близких по духу людей. И память наша будет тогда, когда мы будем действительно продолжать дело, которого и он посетил, которое сегодня решает наша республика. Это прежде всего мы сегодня работаем под лозунгом «Все для фронта, все для победы». Это специальная военная операция, неофашисты должны быть свергнуты, наказаны, должно быть там мир восстановится обязательно. Никто еще России не поставил на колени, и это не будет. Он всегда это не просто переживал эти события, но очень всегда мы с ним много обсуждали и помогали гуманитарную помощь туда проводить. Поэтому еще раз, Антон Анатольевич, мы рядом, мы с тобой, и мы память не просто продолжим,
но будем жить так, как ты. Но сейчас я хотел бы еще раз поблагодарить, что мы здесь сегодня собрались. И есть повод очень серьезно поговорить и вспомнить и песни, и где-то загрустнуть, ну и с улыбкой вспомнить. Еще раз я выражаю всем нам большую ответственность за и благодарность тем людям, которые сделали очень много для нашей страны. Спасибо большое. Спасибо большое вам, Николай Николаевич. Я прошу передать микрофон Юрию Михайловичу Николаеву. Добрый день, Светлана Васильевна, дети, родственники, потомки Ильичаков. Вот Анатолия Анатольевича, честно говоря, мы сейчас вспоминаем, да, вот мы когда работающие, такое чувство возникает, когда мы собираемся, там на кого-то не хватает, все потом понимаем, что Анатолий с нами, вот, конечно, очень жаль, что 65-летие мы его без него проводим. Жизнь, наверное, такая штука выдает прекрасным людям не так много лет. Я думаю, был бы Анатолий Анатольевич очень много хороших дел было бы сделано. Вот, он последние годы своей жизни начал заниматься подачей Александра Николаевича Жиркова, заниматься вот, выпуском книг, прекрасные книги он оставил. Еще сейчас готовится книга его к выпуску. Я думаю, он в возрасте, скажем так, в старости, он нашел в себе очень много хороших дел. Наверное, вот это здесь аура вот этого балагана, да, образного балагана, наверное, здесь он хранит как раз его слова, его песни. Он здесь часто бывал, наверное, сам один был самым дорогим гостем. Наверное, так думаю, в какой-то мере вот, развитие ДК имени Колоковского связано с его именем, именно воссозданием общественной организации потомки государев Ильичаков. Человеку, не каждому человеку дает вот столько талантов, которые было у Анатолия Анатольевича. Я его в молодости, когда еще учился в институте, узнал через своего друга Васю Николаева, с которым он до последних дней дружил. На соревнования постоянно вместе ездили, и вот Вася тоже вместе с нами, и вот последние годы Васями, Александром Николаевичем, Иваном Ивановичем Гороховым встречались на стадионе, всегда наблюдали, особенно катание якутских прыжков, и вот у них за Сибирем всегда возникали споры, как надо еще развить якутские прыжки. Вася всегда говорит: ты прыгал, но не так, как я прыгал, там ты же тяжелый был, когда ты прыгал, когда земля дрожала, а Вася прыгал очень, даже бегал очень неслышно, там, да, как друг друга подкалывали. И вот в таких встречах всегда он находил момент, и мы, наверное, находили момент, когда специально его пытались поймать на его ошибках, когда начали спрашивать там, да, про знаменитых и даже не очень знаменитых спортсменах, которые в тех или иных соревнованиях занимали определенные места. И притом это касалось любого вида спорта, любой год, наверное, не знаю, с какого года он знал энциклопедические знания про достижения в спорте, имена всех иностранных спортсменов, достижений, в каком году, сколько сантиметров, сколько метров, там, вплоть до этого у него всегда, даже он вот, не задумывался, я у него спрашиваю: а ты как, вот, помнишь, что у тебя вроде бы голова не очень большая, но у меня вот, примерно такая же голова, как ты это все держишь-то? А я не держу, потому как только спрашиваете, мне сразу просто вот на языке появляется, на глазах я вижу этого спортсмена, говорит, и мне просто выходит, говорит, уникально это было, да. То, что касается его основной работы, сельского хозяйства, он тоже очень много нам рассказывал, как приехал на север, на вид абсолютно русский человек, начал дружить с оленеводами, с оленями, тоже сначала воспринимали, да, они, ребята рассказывали: маленький, он большой, еще и русский, кудрявый,
голубыми глазами, а по-якутски даже лучше нас разговаривает. Да? И он очень много успел сделать, когда в 90-е годы было очень трудно на севере, и одним из первых, наверное, республик Саха-Якутия начал заниматься торговлей, продукцией оленеводства за границу. И очень даже успешно. Он говорил, вот немножко не хватило, вот я бы, наверное, на этой почве стал бы богатым человеком. Я не думаю, он богатым бы никогда бы не стал, я так думаю. Он был настолько простой, настолько бесхитростный, скажем, да, он, наверное, он всегда делился. Вот все, что у него было, все он делил. Ну, то, что касается охоты и рыбалки, он, вот, мне удалось 2 раза с ним быть в Самгаласском области, вот я помню, да, ездили на Налима, ездили вместе, по-моему, где-то в это же время, да, в конце января было, кто-то нас все-таки достал, мы поехали. Я смотрю, у него рюкзак такой, ну, это вот тех 80-х годов, наверное, потом заштопанный, перештопанный, но еще и дырки есть там, да, я говорю, тоже, ну ты ж не можешь хороший рюкзак себе купить. И это, говорит, рюкзак больная, это рюкзак, говорит, скажешь самобранка, сейчас ты, когда туда приедешь, ты увидишь, что там есть. И когда Налима вытащили, ну там много было Налима, я помню, даже мы считали, там 36 или там 40, да, штук, ну, естественно, печень. Он так как-то быстро печень раз, туда с люком машина была, там, и туда куда-то там, да, раз 40 тоже там. И буквально пока его самобранку он раскладывал, там, все там замерзло. Вот закуска, я вот, до сих пор очень хорошо помню. Второй раз ездили мы на Буюр, тоже он нас всех там, да, мы-то деревенские, тоже Буюр знаем, но он нас, вот там вот там на озере, вот там такой Буюр, там. В конце концов оказалось, что на этом озере никогда никто не куюрил, там, да, не знаю. Но главное, он говорит, ну, потом, когда уже уезжали, говорит, ну, хорошо же посидели. Ну, не, мы выходили, мы там проруби делали, там, Юра Баичев, он такой специалист, там, куюрили, там, столько этого Тина вытащили, там, Лягуша вытащили. Ну вот, все, поработали, здесь вот, пытались несколько там делать, да, потом махнули, пошли в музей, там посидели, он говорил, ну вот, я же просто для меня вытащить вас на природу, показать прелесть Самгаласского района. А как депутат и как руководитель, он, конечно, первый заместитель, это тот человек, который в 5-м созыве, он был заместителем Александра Николаевича, и во многих, ну, когда было необходимо подменить спикер, он всегда был готовый, он вел совещание, как будто он сам спикер, и он, вот видели, да, везде, в отчетах с прокуратурой, комитетом юстиции, он всегда присутствовал, правда, он иногда признавался, когда мы вот свои посиделки делали, и реально говорили, туйда. Потом первый зам боламын, лахамдуға наскатилистендерме, наға өрбітін, қайта қаралыпты. Бит вопросы кыйын бағаттауын, бәрін комитет бәстәкәсік бұғаран, мен болданы ғыбайбал ералым ғұстық, брағынка, отчетын отчетқа әйті күддік күнді. На Маринге, Самгаласском районе много работы делал как депутат. Ну и, наверное, самое главное, он был, как был абсолютно, он просто делал дело, он ни за что, там, вот никогда не отказывал. Друзья, надо ли там, все, вопросов нет, там, давай там организуем. Ну, организация способность у него, конечно, была просто от Бога. Ну, наверное, вот то, что сегодня общественная организация потомки Государственных гринит по всей России, это, наверное, первую его заслуга. А он как рассказывал, когда он делегации всего съездили с Иркутска и туда в Иркутск, потом с Иркутска обратно там. Но мы заслушивались его рассказов, ну, там много рассказывал, он разных вещей рассказывал, шутка так, там, да, с юмором таким, настоящим деревенским юмором. Вот
Ну, наверное, еще много перечислять его таланты. К сожалению, он не довел, наверное, многие дела не до конца, но он был не единственным человеком, да? Он всегда был окружен друзьями, единомышленником, поэтому все его дела имеют продолжение. Есть сыновья, которые продолжат его дела. Ну, мы, коллеги, никогда не забываем. Буквально вот на той позапрошлой неделе Таня Жуков нас собирал. Мы пригласили главу Хангаласского улуса, руководителя законодательного собрания, районного собрания, и как раз вот вопрос о увековечении Антония Анатольевича Добрянцева обсуждали. Ну, в принципе, практически все вопросы на стадии решения. По Хангаласскому, по Покровску было предложение на площади, вот, проектируется Ямщикое подворье внутри ансамбля площади, и предложили назвать именем Анатолия Анатольевича Добрянцева. Я думаю, ну, не думаю, а руководители района сказали «да». Это мы сделаем обязательно. Здесь в городе Якутске вот такие памятники ямщикам. Планируется поставить бюст Антонию Анатольевичу. Ну, книга, вот я уже говорил, что уже на бюст, и поэтому мы продолжаем работу по увековечению памяти Антония Анатольевича Добрянцева. Мы его не забываем, мы помним, мы гордимся, что были рядом с ним практически до последнего вздоха. Ну и хочется верить, что его дела, его наследники продолжат вот ту жизнь, которую он, возможно, не дожил, не сделал. Вот это, ну, самое главное, чтобы оно имело продолжение, и имя Антония Анатольевича Добрянцева всегда было у нас и у вас в памяти Хангаласа, в памяти тех людей, которые знали Антония Анатольевича. Спасибо вам большое. Микрофон передается Гуляеву Михаилу Дмитриевичу. Добрый день, Светлана Васильевна, уважаемые коллеги, дорогие друзья. Да, сегодня день рождения нашего друга Антония Анатольевича. Я Антоном Анатольевичем познакомился в стадионах во время соревнований. Я декатетом был, а Антон Анатольевич мастер спорта по национальным прыжкам. И часто встречались на соревнованиях, но вот тогда молодой, красивый, сильный Анатолий показывал очень хорошие результаты. И в те времена он мог бы, если было бы вот игры Дагына в многоборье, он бы был чемпионом республики. Потому что все виды он мог и бывал в многих видах на высоких чемпионов, разных видах спорта. И поэтому мы все, конечно, восхищались его скоростными качествами, силой и волей и так далее. Ну, Анатольевич был лидером, руководителем, талантливым руководителем. В северных районах работал. Тогда, конечно, его тоже очень сильно уважали. Потом, переехав в Хангаласский улус, организовал много соревнований. Мы ездили, и он всегда встречал хлебом, солью. И, конечно, организованные ими соревнования были в высоком организационном уровне. Ну, Анатольевич, он был президентом оленеводов России. Это избранный должность и общественная работа. Но все оленеводы России его уважали как директора оленеводского совхоза, уже знающего именно, как развивать оленеводство в любом территории региона России. Вот это именно талант Анатолия Анатольевича.
как бы убедить других оленеводов других регионов. И я помню, тогда он попросил, в 2017 году попросил мне, я был заместителем председателя правительства, он попросил возглавить комиссию именно юбилейных мероприятий государственных Ершиков. И 275-летие он организовал экспедицию. Экспедицию, начиная с Иркутска до Якутска, расстоянием 2750 километров. Все станции прошли. Эта экспедиция напоминала, как бы имел историческую значимость, во-первых. Во-вторых, воспитательную значимость. И третье, конечно, это как бы дружественная была встреча, чтобы всех объединить, те, кто участвовал в потомке государств Ершиков. Это действительно очень сильный проект был, и идея Анатолия Анатольевича была, и это было реализовано блестяще. Конечно, это останется в истории, начиная с Иркутска до Якутска. Сейчас не знаю, кто будет ездить, кто будет организовать и так далее. Но я надеюсь, найдутся все-таки потомки, те, которые повторят именно идеи, продолжат идеи Анатолия Анатольевича. Спасибо, уважаемые друзья, коллеги, о том, что вы действительно помните нашего дорогого друга. Спасибо. Спасибо вам, Николай Дмитриевич. Прошу передать микрофон Мамедову Алиш Завитану. А я без микрофона. Можно без микрофона. Нам всем хочется слышать. А меня слышно будет. Морозный день, собрались память светлого человека. Каждый с этим, что я был его другом семьи, Светлана Анатольевна, Жанна Анатольевна, братья, как мои братья. За столом его мама много хлеба покушала, много начала в доме деревенском. Надо два слова что-то сказать. Жить 45 лет на Галатской земле, 44 года. И недружелюбным человеком было невозможно. Мы познакомились с ним, когда он головой избирался, я его не знал, деревню знал, все деревни я ездил до этого. Ездил много раз, я лег мимо этих деревень. А когда он избирался, он в последний день пришел в выборы, остался один день. Якутцемент доставили на последнюю встречу. И пришел, сказали, что я знаю, что ты на другом веке в стороне, ты меня не знаешь, поэтому тебя не беспокоит, не грузил. Я честно пришел, сказал, что я Добрянцев Анатолий Анатольевич, у меня есть строганина, если можно, посидим, поговорим. Сделал коллективом встречи, пошли в банкетный зал, водку выпили, и мужик мне понравился, и сам не знаю, зачем я его не поддерживал, но мы проиграли. Да, такое дело было, поэтому мы потом, естественно, он головой стал, и я директор завода действующий, ну, как не Хулюки, Якутцемент, крупное предприятие Хангаласской земли, с теми главами, секретарями, начиная Ягничева, Субботиных, там все фамилии могу назвать, но до Блянцева не работать не получилось бы. Мы очень дружно работали, мы охотились. Он первый раз мне в жизни этого Сахатова наконец показал, потому что я 22 года охоты ездил, я ходил написать где-то газету, что Хангалас, если не хотите, такой зверь здесь не живет. Зря деньги тратили, водку, там машины. Да, Анатолий Анатольевич возил меня, мы на реке ездили, и 2 дня на лодке, мы тонули вместе. Нас спас его сила, его воля. Если не его сила, мы тонули точно. Мы когда сельскую школу строили, нам дали чужую лодку, я чужую никогда не езжу, он бракованный, американский, все лопнуло, вся вода, холодная река, в центре стоим, и там оказался водные лыжи. Весличу из-под сиденья водные лыжи вытащил их, вода прямо поступает, я всю одежду отдал, запихали полностью вот это, где мотор воду, сломался, такое место, вода прямо хлещет. И он начал это самое, мы вместе начали, я выдохся. Он говорит, Алиш, ты слабый, кайся, а он сильный был на самом деле. Он сильный человек был, и он
благодаря ему мы когда берег приплыли, лодка там утонула, и мы прыгнули на берег, а там, когда едешь, кто знает Улаханан, около Улаханана, там вода стоит к стенке, там нет куда причалиться, привязаться некуда. Есть одно место, раньше там было, там типа магазин даже раньше был там. И вот там мы тормознулись, и там мы вышли, я пешком шел всю ночь, и он остался лодкой, комары его сожрали, у него нога болела, не знаю почему, у него нога болела, он не мог ходить. Ну, короче, спаслись. Это в Сене мы, естественно, быть и политиком в том месте, депутатом стали. Ветер день 29-го, 15 лет назад в Сельдоровском столовой отмечали его 50 лет. Уникальный день был, он простой парень был и просто отмечал рабочим столовой семзавода. До сих пор помню, фотографии смотрю, что мы подарили, обнимались. Поэтому, ну, что сделаешь, сильных людей тоже. Человек никогда не знает, опять же, что случится. Я никогда не думал, что друга и сына в один год потеряет. Да? Это для меня вообще большой горе. Большой год как-то недавно, уже вот здесь даже могу говорить, что 19 декабря ездили еще одному другу, однокурснику, 40 дней, похорон не успел. У нас в Азербайджане тот же день хоронит. Моей жены, родной сестры муж Эльдар. Моего возраста в комнатах 5 лет вообще жили. Торопился, ночью такси нанял Баку, попал в аварию 19-го, и машина Дребецкий, Бог меня, всегда говорю, Богу не заближаться. Танры, если бережет, он бережет. Я уперся руками, этим подушкой спасся, все ноги гематомы, но не сломал ничего, и голову, все, я вот живой остался, вернулся. А раньше меня одна якутка сказала, лишь никогда не обижайся на Бога. Бог может забрать и внука, и тебя, и брата. Поэтому, если так случилось, ты сильно горюешь, остановись. Не имеешь права ни внука бросать, ни друзей, ни семью. Поэтому, вот когда такие сильные люди уходят, один он меня 12 дней старше. Да, и поэтому, когда говорим Добрянцева, мы стали как братья, его братья просто, это же культурно воспитанные люди, деревенские люди, сестры, золотые люди просто, да. Поэтому мама, какая женщина была, да. Я то вот вас решил, никогда раньше не говорили, там, кушайте, все говорят, угощайтесь, а они всегда говорят, доставайте. И когда мы корабли плыли, вот Толю всегда мы вспоминаем, мы летом на корабле надо гостями, есть завод там такая баржа, где можно отдыхать, ездить по деревне. Я специально купил как депутат, что я в деревню мог ехать, возить товары, вещи, почту, и поговорить, и вернуться. И он, когда с ним ездили, у нас завтрак крутой, обед крутой, он говорит, тут убойно кормит, убойно. Это слово все садимся, где Добрянцев убойно здесь кормит. Поэтому, если здесь народу много, все хотят вот такой человек вспоминать, говорит, я думаю, в этом году вот мы сидим здесь Еланкой, в феврале месяц обязательно оплатим финансово, сделала макет хороший. И на самом деле, я вот в Азербайджан езжу часто родину, да, ну вот 1-2 раза. Алиев такое сделал, что все деревни, все районы, вход у нас красивый. Очень крупные города, если там 20 тысяч населения, 10, при въезде вы можете фотографироваться, памятники, парки, игралки и названия можно, историческими какими-то камнями. Там. А у нас вот, естественно, Еланка с реки смотрится, сверху едешь, одна бумага Еланка. Вот недавно, мы в прошлый год договорились, уже эскиз, есть макет, есть там, стоит она около 800 тысяч рублей. 50% обещал я финансировать, в феврале деньги будет. Я это все называю именем Добрянцева. То, что я там помогаю отныне, ямщикам, землякам, скорее всего, я английской земли, Бог даст здоровья, хочу жить, остаться. Может, даже в этом году депутат еще раз пойдет, и за него буду работать, за себя. Поэтому все, что связано с Добрянцем, это доброе, это хорошее. Добрянцев это был великий парень. Но, к сожалению, так случилось. Ему вечная память. Пригласили, очень благодарю вас, что вы меня не забываете, и так прибежал бы, только надо сообщить оказывается. Я даже не знаю, в каком формате, чем приехал сюда, ну душой приехал. Я вас люблю, уважаю, а ему вечная память. Спасибо. Спасибо большое за вас, за ваши воспоминания. Ну, а сейчас давайте пригласим на сцену близкого друга Анатолия Анатольевича, гармониста золотой десятки, гармониста Ключицкого брата Андрея Варфоломеева. Сегодня на вечере воспоминаний будут звучать любимые песни Анатолия Анатольевича. Валерий Дмитриевич знает очень много, мы знаем любимых песен Анатолия Анатольевича. Много ему подыгрывал. Добрый вечер, уважаемая Светлана Васильевна, уважаемые родные Анатолия Анатольевича.
уважаемые гости и дорогие потомки постарельщиков. Анатолий любил гармошку здорово. И он любил Христа. Вот я немножко знаете. Сегодня вспоминает Анатолия Анатольевича Александр Николаевич Кемкюмен, председатель Якутского регионального отделения Ассоциации юристов России, заслуженный юрист России и Республики Саха-Якутия, доктор юридических наук, профессор, президент Ассоциации Сахада Спорт, мастер спорта Российской Федерации. Kemikolotor, Janar, Amastar, Malagolotor, Tawastar, Gunung Keciptaan Uspiaka, Lawan Tulah, Kemiskata, Anatolia Tulis Teriasa, dari Kampung Desa, Bijan Toran di Komodor Tulakan, Dalam Jenis Terapi, Ogenam Paranoto, Italian untuk Kejiwata. Tanpa ini juga tes kerja kolana kini ada nasional. Orang bu kini ada mereka putra mimpi. Orang kerja kui nasional itu. Orang tujuan itu ada yang bagaimana bumi sangat zonal ya. Jangan orang bumi
Rützanil Kabare Dolovaidik, Sibila Jolo Utsuzat Istimi Бара. Ну, очень хорошо, вот здесь потомки государственных ямщиков. Вот, на самом деле вот эта общественная организация, одна из сегодня активно работающих, причем по хорошему продуманному плану, с привлечением большого количества людей, которые ставят перед собой хорошие цели пропаганды традиционной русской культуры вот на древней земле Аланфо. В 2032 году мы вместе с вами будем отмечать 403-е вхождение пути в состав великого российского государства. И я думаю, вот через деятельность этой организации у нас будет очень много людей, которые действительно помнят историю России, помнят историю Якутии, великую дружбу между двумя народами. И я хотел бы сказать, вот мы иногда с Толей шутили, я говорю, я якут, но думаю по-русски, потом перевожу на якутский язык и на якутском языке говорю. А он русский, но думает по-якутски. Потом это дело переводит и потихонечку говорит на русском. Вот мы с ним ездили по разным странам вместе, по разным субъектам Российской Федерации, представляя нашу родную республику. И Анатолия Анатольевича все очень любили, потому что он такой мужик простой, задорный, веселый, всегда любил петь хорошие песни. И когда он пел на якутском языке, там вообще у всех глаза закатывались от удивления. Но при этом он поет якутскую песню, при этом приплясывает на русском. Помните его, да? Это, конечно, необыкновенное чудо, восторг был неописуемый. Вот. Хочу отметить, что Анатолий Анатольевич как спортсмен, вот я согласен, Михаил Дмитриевич сказал, да, что он мог бы быть многократным победителем игр Декина, потому что он был абсолютно разносторонний. Он мастер спорта по перетягиванию палки, он мастер спорта по якутским прыжкам, он мастер спорта по борьбе на кушаках. Вот мог бы еще быть по многим видам, но он был увлечен работой. Вот в этом году Арсений Сергеевич объявил 2023 год годом труда. Вот человек труда, вот он начинал свою трудовую биографию, по-моему, с возраста 5 лет, когда начал помогать своей матери, она была уборщицей, Антонина Семеновна, потом помогал отцу Анатолию Дмитриевичу, и везде он был таким человеком, который не чурался любого вида труда. Толстой перевел улахан интеллектуальный перевел, портрет крахта, он на портрет Сергея. Вот, поэтому, конечно, я ценю вот наши поездки в Петлдюру, когда вот мы бывали у матери. Антонина Семеновна один раз нас очень удивила, когда сделала пирожки из рыбы. Я никогда в жизни не ел пирожки из рыбы. Потом, да, и она все время говорит на якутском языке. И я приехал сюда, нашел Сардану Мигалкину, и у нее была передача очень хорошая, востребованная, Сардана. И вот я говорю, я нашел тебе хорошую гостью. Она говорит, кто такая? Антонина Семеновна Добрянцева. Но только тебе надо поехать туда, в Петлжевой, чтобы с ней встретиться. И она поехала. И вот, значит, сняли эту передачу, показали, протранслировали. И она мне звонит, вот, один раз сняли, показали, и потом по многочисленным просьбам телезрителей повторяли десятки раз. Представляете, якуты в дальних селах смотрят, бабушка вроде русская, но говорит на чистом якутском языке. Этими Сафатовна, она все любит. Мне госту. И, конечно, вот она человек труда, она мать, героиня. Вот я знаю многих из семьи Добрянцевых, это великолепные люди. Это люди большой, такой широкой русской душой. Это люди, которые все работяги. Это люди, которые все поют. Ну а когда поет Добрянцев, конечно, вот я его помню легендарную фразу:
Чего это? Ферма, как там, и все смеются, находят. Он рядом со мной сидит, Саша, что надо, мы смеемся. Я говорю, ты что? Ферма, как там, ферма, как там, вот. Ну, конечно, он вообще уникальнейший человек, и то, что он делал по линии общественной организации, по трубке государя Демчаков, это дорогого стоит. И не зря, наверное, его признали достоянием России, да, лучшим в России, достойнейшим гражданином, гордостью нации. Да. Представляете? Вот, и причем он первым из Якутии завоевал это высокое звание, протарил дорожку. И, конечно, вот как глава Сангаласского улуса, он делал очень многое. Он не занимался рекламой, его многие критиковали, думали, что он, может быть, не так эффективно работает, но за человека его дела. Да. Правильно? И в этом смысле вот Николай Андреевич Парамыкин был у него заместителем, вместе работали. Вся команда. Вот позавчера мы ездили в Покровск, подведение итогов года 22-го. Кстати, Олег Давидович стал там лучшим меценатом. Давайте его поздравим. Потому что он очень много помогает нашему району. И вот когда я попросил всех тех, которые пришли на это торжественное мероприятие, помянуть имя нашего Анатолия Анатольевича Добрянцева, который дважды избирался главой УЛУСа, весь зал встал. Потому что я говорю, вот послезавтра у нас будет большое мероприятие, и, конечно же, я благодарю, Юта, вас, Антонику, Лена, кстати, Николаевну. Да, вот, Дом дружбы народов. И вот мы его провожали в последний путь с этого места. И я думаю, что Анатолий Анатольевич – это символ дружбы якутского и русского народов. И пусть всегда хранится его память. Тут отец народов сидит под куполом, Саша, наверное, тоже выступит. Спасибо вам за ваше первому заместителю генерального директора Дома дружбы народов имени Алексея Алексеевича Кулаковского Розалии Ефимовне Колосовой. Добрый день, дорогие гости. Ну, всегда же говорят, человек жив, пока о нем помнят, да? Пока жива память о нем. Конечно, трудно говорить об Анатолии Анатольевиче в прошедшем времени, потому что мы тоже действительно с ним работали сообща, рядом. Когда мы в 2012 году стали Домом дружбы народов, он был заместителем председателя Ассамблеи народов Республики Саха-Якутия. И вместе с ним мы проводили очень много мероприятий, серьезно, как съезд Ассамблеи народов, да? И действительно его организаторские способности помогали вот привести вот такие, потому что, конечно, собрать, соединить и воодушевить, и мотивировать на какие-то действия столько разных людей с разными помыслами, с разными, и разные национальности, это всегда трудно. Но ему это удавалось, потому что действительно он был очень народным человеком, он мог запросто и на якутском, и по-русски, и спеть, и станцевать, и сказать хорошо. И нас всегда тоже меня изумляла его феноменальная память. Мы уже забывали, что было в прошлом году, а он никогда не забывал. Он всегда даже там день, дату, когда-то среда была, помните, мы говорили, тогда собирались и что-то обсуждали, там все. И когда чествовали Филиппова, да, там, Игоря Былина, ой, он где-то целый час рассказывал, как с малых лет, какие у него были достижения, там куда-то со школы ездил и что-то занял, там все. И действительно у человека и гордость, да, и
он был заинтересован судьбой его, да, что вот продвигал, и что вот это вот все это помнить. Для человека это очень важно. И поэтому, конечно, когда мы собирали материалы для премии «Гордость нации», это общественная премия, да, признание его заслуг, ну, очень много было материалов. А там всего-навсего, там, ну, как, сколько, 4 А4, да, там надо, ну, там, 14 шрифтом, да, там еще полуторное, да, там. И вот это вместить, невместимое было, конечно, очень сложно, да, там, очень сложно. И за это время много чего прочитали, он тоже и отправлял из свои книги, там все. Но тем не менее мы как-то, ну, это вместили, да, там, то, что действительно очень-очень многогранная деятельность. И надеюсь, что вот именно вот эту всю его деятельность, ну, для нас это необходимая как общественная его деятельность, как председатель общественной организации «Потомки государственных ямщиков», как заместителя председателя Ассамблеи народов Республики Саха-Якутия. Это сохранить тоже в памяти, сделать какие-то брошюры, фотографии, пока они есть рядом с нами. Ну, Анатолий Анатольевич, мы вас помним. Покойся с миром. Очень спасибо. Хочу передать наш микрофон воспоминания об Анатолии Анатольевиче. Пожалуйста, Александру Григорьевичу Подголову, председателю общественного движения Ассамблеи народов Республики Саха-Якутия, председателю общественной организации «Русская община Республики Саха-Якутия. Добрый день. Вот, я подумал, столько уже сказали, и думаю, что, чтобы отметить его качество, некоторые придется все-таки повторяться. А мы познакомились с Анатолием Анатольевичем в 2001 году, когда он был главой Хангаласского улуса, а тут, кто постарше помнит, я хотел стать вице-президентом республики вместе с улусом. И я тогда приехал на встречу Покров с населением, и нас вот он встречал, и он мне сказал: ну так-то попробуйте. Я, говорит, год назад попробовал, получилось. В смысле то, что он тоже шел против власти, у него тоже, но при этом он честно сказал, что кто его кандидат, Штаров, поэтому я его просил, чтобы он не выступал, может даже не присутствовать на встрече, но он сидел, ну, по крайней мере, не мешал. У нас, в общем-то, очень хорошие такие друг о друге остались впечатления. Следующее наше такое, ну, мы пересекались, встречались, это когда в 2000, по-моему, 2008 или 2009 году мы писали закон о национальных видах спорта, и самым таким активным участником обсуждений, поправок и прочее, это был русский Анатолий Анатольевич Добрянцев. Я не знаю, как он нам там перечеркал эти споры с работниками министерства, что лучше знает и как должно и прочее. Ну, мы этот закон приняли, и он на самом деле, он, конечно же, был патриотом национальных видов спорта нашей республики. И турнир, надеюсь, он проводится еще до сих пор. Я уже у него лично был. Да? Проводится. Вот. Ну, а потом уже ближе, так вот, уже по-настоящему мы с ними стали чаще встречаться, разговаривать, где-то когда уже меня избрали председателем русской общины, и я стал чаще слушать, чаще встречаться здесь и видеть Анатолия Анатольевича. И вы знаете, вот вроде я же всю жизнь прожил в Якутии, но то, что у нас потомки ямщиков, и что у нас ямщики, и что у нас такое большое сословие живет в республике, на самом деле я узнал от Анатолия Анатольевича. И потом оказалось, что среди моих знакомых столько ямщиков,
И мне кажется, что гордость, то, что он является ямщиком, это, наверное, надо благодарить Анатолия Анатольевича. Потому что я в техникуме связи учился с 3 ямщиками, да? Мы пользовались, я до сих пор помню, там Сережа Федоров, он тоже блондин, как Анатолий Анатольевич, и тоже говорил на якутском, я помню, как мы это в стройотряде в Батыкёне использовали. Мы приходили 2 блондина, при нас обсуждали на якутском, мы выходили, Сережа мне все переводил, я заходил и выдавал. И они перестали нас обводить вокруг пальца. Вот. Это вот как пример. И именно благодаря Анатолию Анатольевичу, мне кажется, что ямщики стали гордиться то, что они ямщики. Потому что вот в советское время я узнал, что у нас был тракт, что такое, ну вот, такого нет. И поэтому мне кажется, что это главная заслуга его. Ну, а последнюю такую точку, то, что он народный, любимый людьми человек, я понял это вот на прошлом году, когда мы съездили на фестиваль «Игра и гармонь» звучит. Вот. Живи слышно. На самом деле, когда мы там сидели, разговаривали, я, например, говорю, а что Вихутский не сделал? А он мне стал объяснять, и я понял, что в Якутске не будет вот этой энергии, вот этого состояния, вот этого общения, вот, которое там, вот этой ауры, которая она проходит там, они друг друга все знают, все друг друга поддерживают, все по-доброму, все по-домашнему. И мне кажется, что вот этот конкурс, его, конечно, уже надо поддерживать, и чтобы он жил дальше. Вот, и это, конечно, уже заслуга Анатолия Анатольевича. И вы знаете, я вот сейчас в последнее время слежу, то, что делается в мире, в стране. По-моему, сейчас формируется именно российская нация. Была какая-то советская, потом было какое-то 30-летие безвременья, а сейчас, мне кажется, формируется российская нация, где все народы доказывают свою идентичность, отстаивают свою культуру. И мне кажется, что вот этой российской нации одной из лиц в будущем, когда я буду говорить об этом, это все-таки, наверное, будет Анатолий Анатольевич Добрянский, именно такие люди. Поэтому мы помним Анатолия Анатольевича, как сказали, и он, я думаю, что очень долго будет жить в наших сердцах. Передаем микрофон далее Семенову Дмитрию Александровичу, народному депутату Республики Саха-Якутия. Спасибо. Добрый день, дорогие земляки. Я Андурский, тоже жил в Гугевских селах и Тавиль, и живу сейчас в село Баране. И родные гости. Сегодня такой день, хороший, важный, светлый, и вот теплый день. Мы собрались в гостевом зале Дома культуры вспоминать нашего замечательного земляка, патриота, гражданина Анатолия Анатольевича Добрянца. Я с ним узнал про Анатолия Анатольевича в 2000 году. Про него мне сказал мой отец. Он как раз, когда шел на выборы в ЛУСа, приходил к моему отцу, и отец Сергей Улара первым поддержал Анатолия Анатольевича на подтверждение всего Улара поддержала. Ну а мы, как общий язык, нашли на тему общественного, на общественной теме. Я сам участник школьной, школьного детства, что было юбилей 250 лет Якутскому тракту, и вот мы в селе Улан собирали друзей, которые сейчас по мне работают, и была экспедиция школьников. Вот я лично сам встречался с ямщиками, потомками, которые жили тогда Покровские, Якутские, Тахтюре, Улане.
И вот эта история у меня очень близкая. Я сам 4 года жил в детстве в селе Титове. Поэтому, когда Антон Анатольевич начал вот эту тему возрождать, я как бы оказывал посильную помощь, где свои идеи подсказывал, где как помогал. Ну и вот я думаю, вот его роль в нашей жизни, вот сейчас как высказались наши разумы, да, действительно он начал такое движение, которое, наверное, в Новой России тоже будет, окажется большое явление, да, действительно. Когда недавно, когда ездил вот в каждом станции до Якутска, потом мы разговаривали с Антоном Анатольевичем, он сказал, что оказывается вот эта традиция с 17 века осталась только у нас в республике. На Западе, Центральной России это уже забыли. Поэтому я благодарю вот всех потомков ямщиков, что вы до сих пор помните тот говор, те традиции, те обычаи, которые, скорее, сейчас мы возродим в нашей Новой России. Мы сейчас, как наш подголов сказал, вот это не будет. И вот Антон Анатольевич, наверное, тот человек, который это начал, я ставлю в ряды тех людей, которые вот раз в 100 лет рождают его. Такие люди рождаются редко, но они вот своей жизнью, своей жизнью вот, делают такие вот движения, которые потом дают какой-то вот большой эффект развития общества в целом. Поэтому я, как, скажем так, молодое поколение, не настолько молодое, но то поколение, которое как бы в целом не сталкивается, вот, да, мы вот говорим просто как фольклорный ансамбль, вы говорите как ямщийский ансамбль. На самом деле это не просто, вы не только вот ансамбль фольклорный, который что-то вот, поет, а это вот пласт истории нашей многовековой истории Российской империи. И вот то, что вот оставили, вот сын вот этого народа, который сын якутского народа, сын русского народа, который нес в себе традиции двух народов, показывает нашу сущность нашей республики, многонациональной, дружной нашей республики. Поэтому вот я хочу, чтобы вот такие вот эти движения, которые наш Антон Анатольевич также активно возрождалось, и чтобы везде встречало такие понимания и поддержку. Ну а как народный депутат, как коллега, я под руководством работал в комитетах, и как депутат народный, он инициатор 20 законопроектов, которые вот вошли в нашу жизнь и работают. Ну и самый такой закон, который он принял, он убедил и принял, я участвовал в прениях, я, может быть, в какой-то мере был противник. Он когда вот закон принятый нашей республики о заработной плате оленеводов. Были очень такие споры, почти полгода шли такие яростные, скажем так, споры уже в стенах парламента. Но этот закон был принят, и благодаря вот Антону Анатольевичу вот наши оленеводы имеют сейчас заработную плату, которую вот у нас уплачивает бюджет. Поэтому вот, если сказать, он уже сын 3, скажем так, русский, якутский и северный народ. Это был единственный депутат, еще говорили, который вот просто яростно защищали интересы вот северных народов. И вот из всех он был главным оленеводом России. Поэтому вот такой человек, поэтому таким остался. Спасибо. Микрофон далее Барамыкину Николаю Андреевичу. Пожалуйста, председателю Якутского регионального отделения Общества «Россия Якут». У меня мама, могу сказать, Татьяна Николаевна, родом с Кутузбы. И мой дядя, Афанасий Николаевич Мордовской, долгие годы был секретарем сельсовета 5-го Маджигарского наследия. И Анатолий Анатольевич часто вспоминал. Мен амам охан аудиторы долго дем мустанны бир лодканы
Выпивайгененке. Он говорит, хайдары, ехал холодно слабо едет. И вот выпивайгененке, рыдует доходы. Получало, говорит. Вот, и этот самый, ну, много различных семейных преданий, да, с Добрянцевыми, связанные с моим дядей, здесь вспоминать не будем. И этот самый, у меня был брат, русский банька, Иван Севастьянов, старший брат, вот, и у него имя было Русский, Русской банькой. То вот эти фамилии, кто дура, как говорили, хахлы бибели. Он был главное, кто дура, как ол тахтар болды, и тахтар де, а мен кеми да де. Он был хахлы бибели. Я русский, она бибели. И всю жизнь он остался русским банькой. Сознательная жизнь была русским банькой. И этот, поэтому, конечно, поколение чуть раньше было, Анатолий, да? Поэтому, как бы, ну, через моего брата я его с детства знал. Вот, и в 2000 году мы, когда начали вместе работать, вот Анатолий Анатольевич приехал с севера и часто вот рассказывал воспоминания, мы там общались. Как раз вот Анатолий Анатольевич Добрянцев закончил этот сельхозфакультет нашего ИГУ. Варламов Альберт Андреевич закончил Рижский авиационный. Ага. Я закончил дальневосточное высшее инженерное морское училище. И тогда в Ангаласском области была такая поговорка. Бир каллаките, бир утите, он нам там говорил, Анатолий Сергеевич. И этот, самое главное, они были погодки 1958 года, оба были первыми секретарями райкома комсомола, вот прошли такую хорошую подготовку, вот в хорошем смысле этого слова при советской власти. То есть оба альбомики и оба такие примерно одинакового роста. Вот, Анатолий Анатольевич высокий был, ну, выше меня. То есть у меня как бы кто выше меня, тот сразу высокий. Анатолий Анатольевич высокий, и Альберт тоже высокий, тоже как Анатолий Анатольевич. И тем лох, бедем его и мы там втроем сидим, общаемся там, ну, в кабинете. Часто общались. И как-то мы разговаривали, и как-то я ему говорю, да, вот так, вот, мы не поняла, и kita был баракалинди, да? Альберт Москва, Алтата баракалли. Алтата Анатольевич, это баракалли. А самого Альберта катутра. Он вспоминал возраст вот, на себе. Вот я хочу все-таки как-то вот вспомнить рассказ Анатолия Анатольевича. Университеты Бидрамаран Помага распределяем. Он на оленеводческой стадо Витаски. Он на фактория начальника был. Он фактория не манит олмин олар джевер вот не пай. Барна ты выйдешь на хачи. Он то на этим килере, а мне послужили мне открывай его. А это видимо пришел лохта вот карабинатор. Кира-калиле, он это карабина мало тянет турнер. Вот это бе. Он говорит, он коту билет билет буган дед, котулары, он хаяк не дил. Это было не карабина тянет турнер. Он это, ото кайх буны, он связывает нам мостала уложили. Ondan hayatın gibi. Oto hayatın karşılığında hukuktan oranlar beristirahat terbaktır ki. O kendiden bir de devam için devam etmek bu. И вот этот все-таки, когда мы работали в Ангаласском клубе, вот помните, этот «Играй гармонию» пригласил. Мы не верили. Он говорит, я когда завел генератор, как всегда люди, Джон Мюнге, коллектор, Россия, генератор, «Играй гармонию». Он тогда говорит, это орто, да и другой
были зоопарка, он был когда скандал был, он был культурный шок. Администрация или работники администрации в основном все были и а вот один Федоров у нас был. Федоров, как его звали? Игорь Федоров. Он пытался нам сказать на совещании, что, оказывается, сибиряки днем пьют суп, едят суп днем, летом. А якуты 2 раза в день кушают, утром и вечером. То есть днем у них такого нет, чтобы днем есть суп. И поэтому, когда заказывали обед сибирякам, да, из Новосибирска, заказали только 2-е. Ага. А эти заболотины пришли и говорят, почему нет супа? Из-за этого скандала на 1,5 часа. Ага, и у нас и без того там времени не хватало. Они совсем там это. А потом мы Игорю говорим, Игорь, это не стирит, давай покажи мне Игорь. Я вам говорил, вы меня не слушаете. Он хоть так, а местные ждали. Ждали, потом еще ждали и начали пить пиво. Ну, некоторые пили не только пиво уже. А потом эта Заболотина, она с мегафоном прямо в лицо кричит. Слышали, кто там вышел? Прямо в лицо. И там одного человека мне стало жалко, это Пашбурга. Он там с гармошкой играет. Ага. Она ему в лицо говорит. Глаза пьяные! Пошел он отсюда! Он просто так сделали. А потом этот Петров, заведующий клубом, так сказать, журы, он этот перевел на якутский язык, ветер смотрит дубли. Свой хит. Здесь-то Якутия хит был. Заболотиной. А она прямо рядом напротив него стоит с микрофоном. Вот так прямо перед лицом такой огромный микрофон и говорит: ну, мне тогда понравилось, как наш Боря, да, тогда, покойник, как он этот самый, десятку лучших российских гармонистов попал. Вот. И этот самый Анатолий Анатольевич вспоминал свое детство, и он говорил, вот я когда расставка все это секреты. Осколок тебя утренний старший говорил на истин öldürüldü. Ondan olanlar beyaz altı klasları gibi были родословные беры Уитер Боуттер. То есть у него такая память, он запомнил все хитросплетения родословных всех ямшистских родов хангласского Руса. И говорит, только старики помнили, а он с детства их слушал. А когда они умерли, он единственный, кто в Хангаласском Русе лучше всех знал все родословные, кто кому каким полкам приходится родственникам, это был Анатолий Анатольевич Добрянцев. И вот я такой по приколу говорю, доктор Анатолий Анатольевич, Михаил Ильич Айман говорит, он прикид клан, когда 5-е поколение народства не приколов. То есть у него была уникальная память, он помнил все, вот сегодня же вспоминали об этом, он помнил все, вообще и этот, все-таки, ну если вспомнить нашу работу, вот как мы с Олегом Забидовичем лезгинку танцевали, там на открытии школы, это было нечто. Он же сколько школ открыл, сколько объектов построил, сколько всего сделал. И самое главное, как говорят китайцы, вот правитель должен быть таким, чтобы подданные знали в основном только его имя. Тот, который вмешивается, это плохой правитель. А тот, который командует, это говорит, хуже нет. А Анатолий Анатольевич, он такой, вроде бы и не командует, вроде бы не это, но все идет, как он хочет. Вот поэтому такие, ну и кто это? И даже вот не понимаешь, каким он путями это, вот он командует, организовывает. И вот эти играй гармонию тоже, вот когда-то организовывал, тоже никто не верил, что выйдет на такой уровень. Вот, и в завершение, что-то я слишком долго
бесконечно. В последние годы я вот занялся блогерством, у меня и YouTube-канал, там сайт и так далее. И Анатолий Анатольевич понял это, что возможности. И поэтому он меня всегда привлекал к мероприятиям потомков государевых ямщиков. И вот мне земляки из Кызылжуры говорят, да, того тогда Джамнер Густафан Таран. Джамнер Густафан Бардун Таран была. Сакала Густафан Аллах Таран Кыны. Он это мне говорит, а я не говорю, вот таким-то мероприятием, каким-то мероприятием. Анатолий Анатольевич, вот мы ездили на игра гармонии тоже. Анатолий Анатольевич сказал, 20 марта встречаемся в Синске. Я потом говорю, Анатолий Анатольевич, у меня с машиной не получается. Он тогда начал, всех обзвонил, всех это, и нашел автобус. Правильно? И мы так очень хорошо съездили с песнями и так далее. Очень хорошо. Вот, и потом насчет наших ямщиков он говорил, национальный гордость Янбаргулов. Он видел, то есть он насчет знания русского языка, двуязычия, да, вот наших потомков государевых ямщиков, он был сторонником того, чтобы сохранилась традиционная культура. И в завершение, в России всего 2 шедевра ЮНЕСКО. Это первый, это наш Олонхо, и второй, это протяжные песни этих семейских в Забайкалье. И когда Анатолий Анатольевич с Ириной Егоровной ездили туда, в гости к семейским, оказалось, что семейских прислали в Забайкалье примерно в это же время. Их поймали в Польше и сослали в Забайкалье. В то же время и предков государевых ямщиков, непокорных крестьян, прислали работать ямщиками. Примерно в это же время, и оказывается, они поют одни и те же песни. Они поют одни и те же танцы, то есть танцуют. То есть культура очень похожая, но просто есть нюансы, да, то есть они мотивы другие там, и так далее. То есть это говорит о том, что умение потомков государевых и ямщиков выжить в условиях нечеловеческих, да, то есть нашей Якутии, умение найти общий язык с местными народами, это действительно залог будущего нашей республики, залог развития наших народов. Да? Поэтому все-таки очень хорошо, что мы сегодня собрались и вспоминаем такого светлого, доброго, яркого человека, который объединяет наши народы. С воспоминаниями сегодня мы поем любимые песни Анатолия Анатольевича. Сейчас прозвучит старинная песня Ямщицкого тракта «Молодой мальчик» в исполнении хранителей старорусских песен Ямщицкого тракта ансамбля «Тверские улицы», руководитель Ирина Стрекаловская. Молодой чуманчик, чего зажурился, чего зажурился, из дорожки сбился, чего зажурился,
Невские Лубенцы. Пожалуйста, на экран сейчас попрошу поставить видео-анонс со звуком. Звучание Бубенцов и Колокольчиков называлось «Невской гармонией». Послушайте, пожалуйста. Сегодня мы на начало пути нашего уникального проекта по следам государевых ямщиков. С утра мы приняли старт со старинного здания Иркутской городовой почты, которая была построена в 1799 году. Всего у нас предстоит проехать нашей экспедиции 2766 километров до города Якутска. Вот вам гости дорогие от нашего Холодовского муниципального градостроительства. Важно наверное, сегодня то, что вот именно та дорога, по которой вы на сегодняшний день едете, это и есть Иркутский край, которая соединяла Иркутск и Якутию. Ну, на самом деле, Каменский район является частью Старнинского-Брянского округа. И те традиции, которые существуют на фильме «Война», они носят характер аутентичности. То есть те традиции, которые здесь существуют, их сегодня не встретишь в других районах ни Республики Бурятия, ни Забайкальского края, ни Иркутской области. Поэтому я думаю, что мы находимся на такой особенной земле, когда сохранились именно традиции и вот верование наших предков, которое сегодня помогает нам жить и развиваться, и охранять наших детей, и дает нам надежду на будущее. Мы должны попытаться друг от друга энергии и понять, насколько велика, разнообразна, могуча наша Сибирь. Здесь, как в огромном котле, переваривается все. Судьбы, нации, языки, традиция, культура. И этот великий сплав дает новые вещи, которые, как алмазы, огранены вот уже с другой стороны, сверкают каждый по-своему. Я очень хочу, чтобы наше общение было искренним, настоящим и непринужденным. С приездом вас, гости! Приехали члены данной экспедиции, рассказывали о своей самобытной культуре, когда они показывали то искусство, которое они сохранили от своих предков, то, безусловно, на нашей территории
реализации тоже таких проектов. Безусловно, мы должны помнить старину, мы должны возрождать ту культуру и передавать ее нашим детям. Нам предложили установить столбы, нам предложили проект, и мы, безусловно, это сделаем. Славный путь по следам государственных горчаков. Новый путь. Один охотник добыл здесь 340 самолетов до основного участка. 340 до Нового года. Это 26-я по счету станция, до Иркутска остается ровно 100. Мы с удовольствием желаем вас видеть здесь. Нашему дому исполнилось 120 лет. Такие верстовые столбы осенью в октябре появятся по всему Иркутско-Якутскому тракту. Все 126 почтовых станциях будут установлены такие столбы. Ваши аплодисменты. С 2001 по 2022 год Анатолий Анатольевич был бессменным председателем Совета общественной организации «Потомки государственных ямщиков». Сегодня своими воспоминаниями с нами поделится Соловьев Виталий Валерьянович, глава муниципального образования Бестрявский наслед Хангаласского района, и Кулагин Василий Алексеевич, заместитель председателя Совета Республиканской общественной организации «Потомки государственных ямщиков». Добрый вечер, уважаемые Светлана Васильевна, братья и сестры, ямщики, уважаемые друзья. Мне довелось с Анатолием Анатольевичем, он брат мой, и поработать, и отдохнуть. Да, мы действительно сказали, это, я сразу скажу, это очень сильный человек, это очень хороший оратор, умеет говорить, умеет убеждать, как вот предыдущий говорил, что он... Я почему скажу, что это все работало тихо, потому что, будучи
работает, он мне звонит. Виталий говорит, надо сделать так, так, так. И никогда он уже потом не проверял. Он видел работу нас, глав. Он каждому главе лично звонил и разговаривал. Каждому директору Дома культуры звонил и разговаривал в населенных пунктах. Это очень хорошая черта. И когда мы в 2018 году юбилей села проводили, мы сидели за столом, Андрей Исаевич был, ему так разговаривали. Я тогда встал и сказал, говорю, это уникальный человек, человек-энциклопедия. Что хотите заглянуть, спросите Анатолия Анатольевича, он всегда вам расскажет, где и что когда происходило. В любом, то ли история, то ли это будет спорт, то ли это семья, назови фамилию, вот как уже говорили, он все это знал. Я ему благодарен, работая, когда он уже был в 2013 году, я избирался главой, он избирался Вилдумен, и мы работали параллельно, готовились к выборам. Ну, конечно, больше хотел я за него, говорил, потому что все-таки он уже был известен, но он работал с каждым главой на населенном пункте. И всегда глава представлял его. Ну, его знали хорошо. И вот когда мы ходили, мы просто даже не собирали людей, мы ходили по родовам. Почему я знаю Анатолия Анатольевича? Потому что в 2000-х годах он пришел, когда избраться главой хотел, он зашел в начало поселка, в первый мой дом, я жил в Ленинской 9, он зашел в первый дом и попал ко мне. Когда он зашел, я встал и удивился, мы сидели с другом буквально, и он стоит, узнаешь, я говорю, узнаю, откуда и каким ветром принесло, он говорит, смеется, улыбается, мне улыбка всегда, говорит, с Момля приехал. И вот тогда сразу поняли, что он говорит, я хочу баллотироваться главой, поддержите, я говорю, не вопрос, Соловьеву тебя в Бестяхе поддержит, ну и остальные. И когда он избрался главой, мы, естественно, отдых был, это всегда весенняя охота, он выезжал туда, он многим друзьям рассказывал, и привозил, вот сидящие здесь были. И вот он проводил именно весь вот весеннюю охоту там с нами на острову. И мы не просто проводили, вот охотились. В дневное время, когда поспим, отдохнем, мы играли в футбол, мы играли в карты, и в шахматы играли, все с собой брали. Это активный человек, который успевали за день поиграть, отдохнуть. Но вот у меня есть средний брат Владимир, он всегда с ним оспаривал, Володя говорит, надо охотиться и отдыхать. Он всегда говорит, Володя, мы говорит, ехали отдохнуть и поохотиться. Он говорит, надо лук стрелять, он-то летит, надо ее стрелять. Вот всегда Володя его прикал в том, что сильно много отдыхаете, надо заготовкой заниматься. И вот я ему, конечно, очень благодарен, то, что работаю главой. Мы провели такие проекты, которые лежали долго-долго. Это наша котельная, которую люди очень благодарны, до сих пор вспоминают, потому что я всегда говорю, это не моя заслуга, это заслуга Анатолия Анатольевича Дрянского. Будучи вице-спикером, он этот вопрос держал на контроле, бил, в инвест-программу вошли, мы это построили. И второй проект, это водовод, который будет реализован, он должен был в уходящем году начаться, но в связи с некоторыми проблемами проекта, он нынче начнет свое строительство и закончится в 2024 году. Я думаю, когда открывать будем водовод, его имя тоже вспомним, потому что это его заслуга, потому что этот водовод, благодаря уже 30 с лишним лет, просто в проекте он лежал и не двигался. Это его работа. Я думаю, в Бестях вспомнит о нем очень хорошо и будет помнить его, потому что это его заслуга. И остальное, все, что он помогал, я всегда приезжал в кабинет, мы всегда разговаривали, он всегда Виталий говорит, вот это мы сделаем. И я был в нем сильно уверен. Это был сильный человек, он такого, как сказали, он закрыто, но он это все делал. Я не поверил, когда он собрал контролирующие органы по карьерам. Меня, потому что наболел вопрос о наших карьерах в Бестяхе. Очень много открыли, но не все работают. И вопрос стоял о налогах, что как-то в район поступали деньги. Это он тоже все болел. И вот он всегда говорил, надо упорядочить, чтобы было все законно. У нас на территории Хангаласского улуса 57 карьеров, 27 недропользователей.
И это все должно быть работать на наш район. Он всегда вот это в душе болел. Он сильно громко не кричал, но он тогда собрал контрольные органы и сказал: вот давайте, вот смотрите, вот вам выступает глава одного поселения, вот выступает зам по экономике района. Послушайте и выслушайте. Это он так все это просто делал, но он конкретно говорил. Ой. Очень много, конечно, с ним пришлось поработать, вопросов много. Всегда на телефоне, всегда мы смеялись. Я вспоминаю одну весеннюю охоту, это был 17-й год, 18-й уже вылетел, сколько мы были. Но мы с ним вдвоем весновали на острову, на Даманском, это остров посередине коренных берегов. И когда вода прибывала, мы бегали на тот остров, охотились, что-то утка не летела, мы бегали туда. И один вечер лежим мы с ним, он встал и такой, я говорю: что, Анатолий Анатольевич, город дают, а все сдают. Вольная собака в деревне легче бегает, чем в городе. Говорю. Он не говорит, сегодня сколько прошли? Я говорю: ну, по моим подсчетам, километров 20 мы нарезали. А мы же брали рюкзаки, уходили, утреннюю и вечернюю стойку там сидели прямо на реке, на острову, костер разведем, а приходили днем ночевать сюда. И вот он говорит: блин, говорит, я спортсмен, что-то чувствую, стою. Я говорю: ну ничего, между нами 12 лет, он за мной, а это грязь, все. Один раз он меня потерял в тайниках, я сижу, жду, тут гуси нашли. Он давай этих гусей караулит, а я его жду там вначале. Ну, проходит гуси, а он сидит, ждет, чтобы сели бы увидел. Потом я вернулся, прихожу, тут такие гуси летят, зачем нам, говорит, куда-то идти? Говорю: пошли, нас там ждет место. А мы буквально лодку с собой еще взяли. И я хорошо ее взял. Когда утром возвращаться, нам уже не перейти было в сапогах, в лодках. Он говорит: я тут знал. Я говорю: знал, пойдем в воды. Но когда на утро мы встали и подвижка льда началась, он стоит, я смотрю, он потерялся. Вроде сильный такой, мужественный человек. Я говорю: что, Анатолий Анатольевич? Слышишь, надо Юрию Николаевичу Зайцеву звонить, чтобы он за нами вертолет выслал. Я говорю: ты что, издеваешься? Это за сколько мы за вертолет заплатим? Он говорит: а что ты предлагаешь? Ничего, мы сейчас на лодке на Калинове перебираемся, там у меня братья. Не, давай, говорит, он мне говорит, испуг такой был, я говорю: стареешь, что ли, навыки теряешь? Он говорит: нет, я говорю: не бойся, мы будем нормально. Мы набираем телефон, за нами воздушную подушку отправляет, скачкаться отправляет. Ну, это он и нас туда доставлял, Димс Попов, Семен, он меня отправил назад. Когда пришла подушка, он так облегченно вздохнул, я говорю: что? Он говорит: вот теперь я уверен, что мы дома будем. Я говорю: куда денемся? А вот буквально перед тем, как туда доехать, мы хотели добираться, тоже у нас техника пневматическая, он говорит: уедем, сейчас отправим груз, пешком дойдем. Да ну как приехали, не бойся, дойдем. Вот временами он со мной так был уверен, то, что я доберусь, если я говорю, он верил в меня. Он как-то сидел по плечу, постукал среди братьев моих. Брат, говорит, младший, оказывается, такой надежный, говорит, я даже не боюсь. И вот хочу сказать, да, Анатолий Анатольевич был он надежным другом, надежным супругом, я так думаю, надежным братом, отцом, дедушкой. Это был человек очень крепкий. Если он пасовал, но он знал, что он скоро справится. Я говорил: Анатолий Анатольевич, когда вот мы 60 лет гуляли, мы говорили: еще не один костерчик посетим, поговорим о жизни. Одно скажу, да, человек был делом и слова. Он делал тихо, спокойно, но вот то, что сейчас создано им, оно, я думаю, оно будет долгие года жить и двигаться, и передаваться с поколения в поколение. Он просто своим вот этим обаянием, своим вниманием заложил в наши сердца это надолго. И мы будем помнить, какой бы момент в жизни ни был, за столом, у костра мы будем, в деловой встрече. Я думаю, не то, что в мыслях мы будем вспоминать, но где-то выскочит наше слово об Анатолии Анатольевиче Дворянцеве. Это был очень хороший человек, который меня, вот как раз скажу, познакомил с большими людьми, с большими моей роднёй, которые я даже, может, и не знал бы, а благодаря ему я узнал всю свою родню. Это большой души человек.
Приглашается Василий Алексеевич Кулагин. Уважаемая Светлана Васильевна, родные, близкие, друзья, коллеги, все, кто находится сегодня в этом зале, в этой теплой обстановочке. Мы сегодня вспоминаем великого человека, я не побоюсь сказать этого слова. Я думаю, что все будут со мной согласны. Мы с Анатолием Анатольевичем познакомились в 2001 году, когда проходил фестиваль «Игра гармонии Стушка» в Котел-Журе. А вообще-то, я потом вспомнил, что о нем я впервые даже не услышал, а прочитал. Где-то в 78 или 79 году в газете «Социалистическая Якутия», а я всю жизнь его выписываю, я прочитал, что на республиканских соревнованиях в беге на 400 метров отличился Добрянцев Анатолий. Ну, а я такой бывший спортсмен, я на 10 лет старше, выступал за сборную Якутии, университет и так далее. А вы знаете, всегда бывшие спортсмены же как-то лениво относятся. И я думаю, что же за человек появился способный такой у нас в Якутии. И вот в 2001 году, представляете, через столько лет, я его встречаю на своем жизненном пути. Конечно, вот эта встреча в Котел-Журе меня очень покорила вот именно той обстановкой, которую мы встретили, а мы ночевали в его доме. И надо сказать, что когда мы разговаривали с Анатолием Анатольевичем, то у нас как-то возникло взаимное быстрое уважение, и как будто бы мы всю жизнь знали друг друга. Ну, во-первых, из больших семей. Моя мама 10 детей родила, его мама 10 детей. Большие семьи, в больших семьях всегда своя особая обстановка и воспитание, и взгляды на жизнь, ну и, конечно, деревенская жизнь. И, конечно, меня очень впечатлило, как он любил свою родину малую, где он родился. Он тогда для нас провел экскурсию замечательную, начиная вот с речки Негрычай, и вот он с таким интересом рассказал мне, нам всем рассказал вот об этих знаменитых холодильников, в которых они летом хранят продукты питания. И особую гордость, с особой гордостью он говорил, что вот это природное явление обнаружил именно его дед. И, конечно, после этого наши отношения крепли. И вот в 2007 году, значит, мы созрели для того, что нужно создавать общественную организацию. Конечно, застрельщиком этой организации выступил Анатолий Анатольевич. Он уже к тому времени, имея огромный жизненный опыт, огромный организационный опыт, и вот впервые мы тогда собрались в казацкой заставе, помню, и он, значит, собрал вот на это наше первое заседание самых уважаемых людей. В то время это Соловьев Петр Павлович, вот Анатолий Дмитриевич Соколов, Шепелев Виктор Васильевич, Пшеньков Синофот Николаевич, знаменитый скульптор, мой земляк из Алекинского района со станции Ниенская. Он пригласил главу Усмайского УГУСа, Топорков тогда был. И вот еще там несколько человек, и вот мы на этом первом заседании решили, что нужно создать официальное лицо и нашего яншистского движения. И вот с 2007 года началась вот эта кропотливая и, надо сказать, трудная, и в то же время планомерная работа. И, конечно, Анатолий Анатольевич сыграл огромнейшую роль. Он поставил очень умел ставить эти задачи, которые мы должны были решать, объединившись. В основном это объединились ямщики Хангаласского района, Алекинского, и частично Ленского района. Анатолий Анатольевич очень
умело проводил наши заседания. Надо сказать, что никогда он не проводил заседания в рабочее время. Я думаю, что он до такой степени был честен перед собой, что не позволял, чтобы в рабочее время проводить вот эту общественную работу. И поэтому наши заседания проводились сначала вот в заставе, потом вот, хорошо, что теперь у нас есть свой родной дом, дом культуры, который приютил нас и все общины. И вот Анатолий Анатольевич, он вообще не любил компьютер и не любил печатать. Он все писал вручную. И поэтому он приходил на заседания вот, с несколькими страницами рукописного текста, но потом уже наш секретарь это перепечатывал и так далее. И надо сказать, что вот все достижения, которые Анатолий Анатольевич по жизни имел, я думаю, что сегодня надо поклониться его половиночке, Светлане Васильевне, потому что он без такого надежного тыла, я думаю, что все согласятся, никакой мужчина, каким бы он любимым мужем не был, не может состояться в жизни, если он знает, что сзади его такой надежный тыл. Поэтому, Светлана Васильевна, низкий поклон вам от всего нашего мужчинского братства. И сегодня нам очень приятно, что Анатолий Анатольевич, когда уходил из жизни, он сказал: привлекайте к нашей работе моего сына Сергея. И мы очень рады, что Сережа действительно, он уже стал нашим, можно сказать, что полнокровным членом нашей общественной организации. И сегодня, Сережа, мы хотели бы тебе вручить членский билет, это самого члена общественной организации «Потомки государственных ямщиков». Жалко, что сестра нет сегодня. Вот мы вручаем Сереже удостоверение за номером 269 Подвянцев Сергей Анатольевич. За подписью Анатолия Анатольевича, его отца. Может, мы подписались на управление бумаги, чтобы можно сказать, что передача из поколения одного к следующему поколению. Поэтому, Сережа, мы надеемся, что ты будешь с честью и достоинством нести вот груз, который нес твой отец. И мы очень рады, что ты с нами, что ты помогаешь нам. Он уже снялся в 2 фильмах. Вот, может быть, видели, что недавно была передача по российскому радио «Ямщицкое чаепитие». Ну, там не только ямщицкое, вообще чаепитие, в том числе. Да-да. Вот, поэтому спасибо тебе, Сережа, что ты с нами. Ну, конечно, сегодня все говорим, значит, был Анатолий Анатольевич. Я думаю, что он не надо говорить это слово. И вот мы сделали вот эти фотостенды сделали, посмотрите потом, да, и специально он с нами, и он будет с нами всегда. Спасибо большое. Давайте Сергей действительно уже принял в нескольких проектах участие, поэтому один из этих проектов, пожалуйста, «Ямщицкое чаепитие» с участием Сергея. Ой, давайте немножко укоротим. Его так немножко перемотать. Дальше. Но пока будем перематывать, давайте я далее слово предоставлю. Микрофон передаю Анатолию Дмитриевичу Соколову, члену Совета Республиканской общественной организации «Потомки государственных ямщиков». Добрый день, уважаемые Светлана Семеновна и самые близкие люди нашего покойного друга Анатолия Добрый день, гости,
коллеги и потомки государев-ямщиков. Вы знаете, в любом деле нужен лидер, чтобы какое-то дело сдвинуть с места. И Анатолий Анатольевич был настоящим лидером нашим. Он был нашим отцом, нашим папой. Самым дорогим, близким человеком, которому мы всегда все делили, понимали друг друга с полуслова, как говорится. Я с ним познакомился в 2000 году. Но, знаете, это были времена, когда после Хрущевской реформы, проведенной по всей нашей стране, было ликвидировано, уничтожено просто около 20 тысяч сел и деревень, малых деревень, под видом их укрупнения. В том числе по нашей республике было ликвидировано 156 сел и деревень. В том числе попали многие ямщицкие селения. В том числе попала моя Иланка. Вот это выступление я бы посвятил Анатолию Анатольевичу и назвал бы это выступление Анатолий Анатольевич Добрянцев и Еланка. Почему? Потому что он с нами наравне сопереживал, что творилось в Еланке. Все население покинуло село деревню. Одна семья только оставалась. Понимаете, никакие работы, сельхозработы велись, а потом они прекратили вообще. Мы все это дело потомки ямщиков, которые тоже покинули было деревню, кто на учебу, кто куда, очень переживали. И вот в этот день мы и познакомились, значит, мы с ним нас очень вот на эту тему много было разговоров с Анатолием Анатольевичем, потому что действительно вот мы приезжаем, деревни нету, даже собака где-то полаяла. Один раз был в конце деревни, мы очень обрадовались. Там иландские мужики, во-первых, никогда не оставались в стороне от всех больших событий, больших дел в стране. Первая мировая война. С маленькой деревни Иланки принимала участие в Первой мировой войне 27 человек. Потом гражданская война в Якутии. Тоже Иланки коснулись. 9 человек самых лучших было убито. Зверски убиты. Это были дикие времена. Потом Великая Отечественная война. 56 человек воевало, 25 погибло. И вот, понимаете, ну как-то надо было, деревня запустела, многие дома перевезли в другие села, потому что все были, практически все многодетные, надо было учить детей, а школы нет. Школы, знаете, варварские. Одну сторону школы разобрали, одну сторону, чтобы никто туда ничем не занимался. Был клуб прекрасный. Прекрасный клуб. Тоже разобрали. А потом все растащили туда. И вот как-то надо было, чтобы память сохранить о маленькой деревне, о наших предках, которые там действительно в очень тяжелых условиях, деревня на горе, попробуйте, ну столько работы там было. У меня пришла мысль поставить там часовню. Не просто часовню памятник. Причем в каменном исполнении. И мы это сделали с потомками ямщиков. Вот один из них мой помощник был Владимир Никитич. Вот мы с ним построили. Наняли 4 каменщиков первоклассных. Вот. Я сделал сам проект этой часовни в Иланке. Был у владыки Германа, согласовал с ним. Им очень понравилось. Единственное, я попросил у него, чтобы купол нам помогли сделать. Он там написал, соответственно, потом все. И в течение 18 дней у нас мы возвели часовню. Вот. Было освящение. Батюшка приезжал с Якутска, небольшой церковный хор. И понимаете,
никакого объявления не было. Тормозное радио деревенское гнало, и на освещение приехало более 500 человек с соседних деревень, потомки Ямщиков. Руководство района. Тогда Анатолий Анатольевич был главой нашего района. Все якутских гостей было, телевидение, радио было. И после освещения русские народные песни поплыли над Иланским косогором Кирикири над рекой. Было очень большой-большой праздник. И вот это мероприятие, в общем-то, провел Анатолий Анатольевич. Он был ведущим, и сколько было хороших слов сказано, сколько было поздравлений, мы, конечно, восприняли. Вот. И все пожелали, чтобы Иланка как-то расцвела обратно. Вот. А потом Анатолий Анатольевич привез Штурова президентом. И вот на эту тему тоже мы говорили, потом Анатолий Анатольевич, Штуров говорит, знаешь, по линии сельского хозяйства мы не сможем восстановить деревню. А вот по линии туризма, да. Вот Руслан Васильевич Васильев был тогда. Он ему дал задание. Вот ты понял меня? Давай, говорит. И вот, значит, мы после этого построили часовню, музей, Ямщицкое подворье. И на этом, конечно, и дальше Анатолий Анатольевич повел свое руководство нормально, построили и здание, при большом стечении народа, много музыкальных номеров было, ансамбли наши приехали. Это у нас был большой праздник. И мы открыли музей. Вот. Вот я сказал, что должен быть лидер. И это раз. Теперь дальше я написал книгу, вот она лежит, маленькая книга, первая, покажите, пожалуйста. Ага. Это первая книга, которую я выпустил, она называется «По следам Государя Ямщиков». Вот обратите внимание, я долго думал, вот книгу причать намного было проще, чем придумать потом название. И вот ночью спал, плохо спал даже, и все-таки я придумал. Я же хожу, материалы добываю где? В архивах, в библиотеках. Вот. С пожилыми людьми разговариваю, общаюсь, по крупицам собирал. Я же хожу по следам Государя Ямщиков. По следам Государя Ямщиков. И вот, а потом у меня вторая книга, вот она лежит дальше. Третья, нет здесь. Вот там четвертая книга, по следам Государя Ямщиков. Там 406 страниц. Я каждый раз все добавлял. Книги имели колоссальный успех. До сих пор. Вот это последние книги, мне вот обижаются, меня звонят, письма пишут, Строганов и так далее. Даже в Америке вот 2 книги вот такие попали. Но сколько денег, столько и пива. Сколько пива, столько и песни. Денег нет, я не могу дальше еще и издать вот эти книги. А желающих очень много. Действительно, это именно, что вы хотите узнать о Ямщиках, почти все там есть. Это справочно энциклопедического характера. Извините, пожалуйста, я просто... И вот я, конечно, очень рад, что мне удалось материализовать вот эту всю историю наших предков, историю Ямщиков, тяжелую жизненный быт прилемских Ямщиков в виде вот этих книг. Эти книги все у нас пользуются. У меня самые первые книги у меня даже сейчас нету, потому что я последнюю книгу отдал кому-то там, Иванов Петр Васильев. Тот еще кому-то, и не знаю, где это. Вот сейчас увидел, обрадовался, что моя книга. Вот. Теперь историю Ямщиков, то, что наши погибли. Иланка сейчас будет знать, не только Иланка, но и гости Иланки будут знать, что то, что я материализовал, вот это их историю в виде часовни.
это тоже здорово. Просто дайте, вот хочу сказать, у меня совесть перед своей малой родиной чиста, перед моими предками чиста, перед моими родственниками, всеми иланцами, все, кто знает, сопереживают Еланку, то, что она такая прекрасная деревня была, не стала. Но сейчас мы стараемся как-то возродить в какой-то степени. Но какие-то предпосылки уже есть, там туризм начинается развивать, уже есть. И, значит, еще что я бы хотел сказать. Анатолий Анатольевич, конечно, вы помните его, какая походка была, особенно сзади. Это настоящий ямщик. Здоровый, статный. Вот. Я больше уже не смогу. В общем-то, все сказали. Вот то, что я хотел, я сказал. Перейдем к ямщицкому чаепитию. Пожалуйста. Здравствуйте, люди добрые. Вот, почту вам привет. На улице мороз под 50, да. Чаю? Сидевание на диване, чай горячий допивал. Сидевание на диване, чай горячий допивал. Получил я 240, остается рублей 5. Получил я 240, остается рублей 5. На последнюю пятерку найму тройку лошадей. На последнюю пятерку найму тройку лошадей. Там я кучеру на горку, погоняй, брат, поскорей. Там я кучеру на горку, погоняй, брат, поскорей. Тройка скачет, Ваня пляшет, ямщик песенку поет. Тройка скачет, Ваня пляшет, ямщик песенку поет. Ваня к дому подъезжает, колокольчик динь-динь-динь. Ваня к дому подъезжает, колокольчик динь-динь-динь. Сидел Ваня на диване, чай горячий допивал. Сидел Ваня на диване, чай горячий допивал. Сейчас я вам расскажу, как у нас в Еланке пили горячий чай. Вот, допустим, хозяйка налила мне чай. Смотрите, пара идет, неудобно пить. Вот. Немного отливаем в блюдце чая, чашечку ставим в сторону. Вот берем вот так вот двумя руками и дуем туда, потому что, смотрите, чай горячий, даже пальцы уже эти. И вот так вот. А потом берем чай, пусковой, рафинад, сахар, достаем сюда и обсасываем.
культуры Республики Саха-Якутия Дмитрий Никифоров-Кирилл. Хорошая осенняя любимая песня русская народная вдоль родительства. Исполняет ансамбль потомков государевых ямщиков, бубенцы Латвии из поселка Мацагалу. Пожалуйста, прошу вас на сцену. Наши города, налей,
Станиславовне, члену молодежного совета Республиканской общественной организации «Потомки государевых ямщиков». Всем добрый день, уважаемые гости, Светлана Васильевна, уважаемая семья Анатолия Анатольевича. От имени молодежного совета я хочу сказать, что он для нас был наш главный наставник, который знал каждого из нас, из нашего ансамбля, из нашего молодежного совета, и мог очень много сказать о наших предках, о чем к нашему стыду мы можем не знать, он знал очень хорошо. И не зря, когда мы были с ним в Москве, московские гости, услышав наш проект по следам государевых ямщиков, сказали: ямщицкий тракт – это как шелковый путь в нашу Якутию. Мы очень гордимся, что он был нашим наставником, нашим учителем. И сегодня с гордостью можем сказать, мы потомки государевых ямщиков. Слово предоставляется председателю общественной организации Республики Саха-Якутия «Потомки государевых ямщиков» Ирине Егоровне Стрекаловской. Добрый вечер, дорогие друзья. Я что хочу сказать. Как здорово, что мы сегодня собрались. Мы сегодня должны были сидеть в большом банкетном зале. Мы всегда широко отмечали юбилей Анатолия Анатольевича. Мы сегодня, мне кажется, вот сидим, да, именно вот светлая память о нем. Я вот сегодня только понимаю, почему говорят светлая память, да? Потому что действительно об Анатолии Анатольевиче всегда будет очень светлая память. Мы познакомились с Анатолием Анатольевичем в 2000 году в Синске. Он сразу сказал, что мы четырехюродные братья и сестры. И, от одного потомка мы, от Прокопия Филиппова. И мы вот 20 лет в одной упряжке создавали, работали в этой организации. Очень много, конечно, мы с ним и экспедиция, и реконструкция доставки срочной почты, и все, что делалось, мы делали сообща. Как-то, и вы знаете, вот за 20 лет я ни разу не видела, чтобы он сердился. Никогда. Вот он очень был выдержанный, что никогда он не повышал голоса и никогда не сердился. Конечно, всякое, наверное, бывало, но он был очень-очень такой выдержанный. Вот хочу вам рассказать вот один случай, да, как-то он приехал в Синск, и руководители организации все собрались, сидим, и кто-то спросил, вот говорят, вы там на севере участвовали в Северном многоборье. Ага. И да, говорит, Каддыхтын говорит, и он выиграл 13 видов. Он из Калининграда, он түрбеске эстен халанның перекисместе болды. Он так сказал, что вот это на 14 он занял всего второе место, потому что уже устал. И он очень гордился, вот, что появились новые коллективы. Ямские бубенцы, Ямская гармонь, бубенцы над Леной, Ямщицкий перезвон молодежный коллектив, Журинское раздолье, потом оберег у Мунехтати. Очень гордился, что появляются новые коллективы, что есть продолжатели, хранители, вот речники, вечерки Ямщицкого перезвона. Он этим очень гордился и очень радовался, что есть молодые, есть те, кому продолжать. Мы все помним, как он любил широко и громко петь. И он знал очень-очень много песен от начала до конца. Он мог вот сел вот в Якутске, и мог он до Синска петь всю дорогу. Вот сидит, даже до Вилюйска был. Вот до Вилюйска едем, он поет. И мы так, что-то мы не знаем, но что знаем, мы с ним подпеваем. Вот такой он был. И всегда брал с собой вот в командировке вот или Клементия Филиппова, или Валерия Варфоломеева, чтобы ему обязательно где-то подыграли, и чтобы он где-то спел эти песни. А вот когда он пел вот «Ферма Кардатора», он всю песню танцевал. Вот представляете, какую дыхалку и какую силищу надо иметь, чтобы всю песню станцевать. Вот прямо аж подпрыгивал, прямо вот эти
последний выбор, они ездили с ним до жюри, да, до жюри, вот по каждым станциям проехали, встречались с людьми, вот самые теплые эти воспоминания, какой он человек, вот так с ним было интересно. И о чем я еще хотела сказать? Ну, если мы тут все вместе, да, значит, все-таки общественная организация будет жить. У нас в этом году юбилейный год, 280 лет со дня регулярного сообщения по Иркутской и Иркутскому почтовому тракту. Очень много мероприятий мы запланировали. Именно с вами мы все это можем сделать. Потому что если вас нету, то общественной организации нету. Есть вот у нас вот много общественных организаций, но есть организации, где 2-3 человека живут, приходят на собрания. Но вот мы именно должны работать как сила. Вот сегодня, как Сережа получил удостоверение 267, да, под номером, значит, у нас 267 человек конкретно есть. Но есть среди них еще те, у которых этого удостоверения нету. Понимаете? Вот, поэтому Анатолий Анатольевич создал вот именно сильную организацию, как сильный человек, как человек, который свое дело вот именно доводит вот до конца. И вот эта экспедиция, про которую мы говорим, да, вот сейчас только я начинаю понимать весь этот широту вот этой экспедиции, да, потому что после нас иркутяне установили 28 верстовых столбов. Это только результат вот нашей экспедиции. И мне кажется, вот в этом году, 2023, мы хотим еще раз поехать, еще раз сделать, не сильно такую длинную, 126 почтовых станций, чуть покороче экспедицию в памяти Анатолия Анатольевича Добрянцева. И очень хотели бы, чтобы Сережа тоже поехал с нами и посмотрел, вот какие станции. В селе Тиль-Ары 21-й республиканский фестиваль «Игра гармонь живичи стужка». И надеемся, что этот фестиваль мы назовем имени Анатолия Анатольевича Добрянцева. Потом в конце года у нас 6-й региональный фестиваль «Лети звон бубенцов», на который мы всегда приглашаем очень много участников. И пройдет 2-й форум ямщиков Иркутского почтового тракта. Все потомки ямщиков вместе. Вот такие у нас, между ними очень много мероприятий. 280 отметит Синск, 280 отметит Вестяк, и все станции, которые были основаны в 1743 году. Мне кажется, что Анатолий Анатольевич оставил очень глубокий след. Да? Говорят, человек умирает дважды. Первый раз физически, когда он умер, а второй раз, когда о нем забывают. Мне кажется, что мы Анатолия Анатольевича никогда не забудем. Сегодня мы хотим исполнить для вас песню, которая была сделана, смикширована именно для 60-летнего юбилея Анатолия Анатольевича. Мы думаем, что мы будем петь из состава «Ямская гармонь», и решили спеть его любимую песню, а также добавить русскую народную. Итак, для Анатолия Анатольевича.